Да, Маша, привет. Маш, ты первенькая, да? Скажи сразу, чтобы я долго потом никого не пытала. Слышно, да, меня, девочки? А то опять сейчас будет алло-алло. Ну, вроде бы все слышно. Вы вышли, я тоже вышла здесь. Так, никого не ждем больше, да? Вот как есть, так есть. Ага, видно, слышно, да. Скажите мне, нас сколько человечков? 3? Или еще кого-нибудь ждем, не ждем? Сейчас после работы, наверное, все едут, еще не доехали. Ну и ждать тоже в то же время. Наверное, тоже ни у кого нет времени. Угу, угу. Так, что-то у меня выскочило какие-то окна. Наверное, их надо убрать. Да, ты убрал все. Угу. О, ну уже хорошо. Уже 23. Уже я не одна. Так, девочки, всех с наступлением зимы. Сегодня 3 число. Мы очень давно не виделись. Очень давно. Мы виделись в начале осени, теперь в начале зимы. Вот так вот у нас не получалось. Угу. Хорошо. Так, давайте, да, ваше время тоже будет, не будем тратить очень долго. Давайте как-то мы оперативненько, нам очень-очень надо провести стрим. Это в интересах того, чтобы нас, ну, все-таки оставили, да, не заблокировали, поэтому мы обязаны проводить эти стримы. И вот это вот как бы такое, и пообщаться с вами коротенько тоже хочется. И так много всего пережито за эти 3 месяца. Ну, в принципе, вы видите по нашим, хоть и редким, но роликам, вы видите по роликам, знаете, какую-то прям мизерную часть всего того, что происходит в жизни. Я вот прям даже сейчас сижу как на иголках. Потому что где-то кого-то лечим, кто-то где-то умирает, кто-то вообще кого-то реабилитируем. Не знаю, что из этого всего. Ну, в общем, очень стараемся. Все равно в любом случае. Вот того, как отправила вечер. Так, смс-ки строчат, ответ хотят. Некогда. Так, значит, друзья, давайте о чем-нибудь с вами поговорим. Животных много. Животных много, проблем еще больше. Что сказать такого, что я не говорю, например, в роликах, или что сказать сейчас? Подскажите, пожалуйста, как-то так сказать, чтобы вот я... Потому что ссылка пропала. Ой, сейчас я быстренько скажу, блин. Все в силе. Все в силе. Наташ, все в силе, да, я согласовала. Если бы что-то отменилось, я бы сразу сказала тебе. Нет, я просто в авральном режиме. Все в силе, да, ждем. В четверг, как договорились, да. Я сейчас еще 6 штук фото сделаю и пришлю. Угу. Да, все. С этими тестами на бешенство. Вот в данный момент как раз разговариваю с бешенством, с титрами разговариваю. Так, значит, с титрами
тяжело то, что, вы знаете, овчинка как-то, то ли нам ехать в эту лабораторию, да, чудо, то ли врача вызывать с ассистентом, примерно одно и то же. То на то и выходит. И я решила, чтобы не грузить по такой грязной погоде, и я хочу теперь не марш-бросок в клинику, а я хочу вызвать, я точнее вызвала врача с ассистентом. Они втроем приходят, вот все эти медбратья, да, все медсестры приезжают втроем, кто-то держит, кто-то что-то еще делает, в общем, берут оперативно, будут брать часа 3 там оперативно, ну, у кого возьмут. Потом они делают сыворотку и отправляют в лабораторию. Ну, вот таким способом хотим мы сделать на этой неделе. Но это, конечно, опять-таки затратно. Я буду, наверное, разговаривать о том, чтобы сначала частично из забранной крови у кого-то из собак, то есть отдали уже сейчас в лабораторию на титры, на анализы, а каких-то собак притормозили в холодильнике. Кровь притормозили в холодильнике, они, в принципе, сами предложили, потому что я не могу столько денег найти. Это и речь, в принципе, идет только о 18-20 собаках. И это 10 собак это 70 тысяч, 20 собак это 140 тысяч, это очень много. Вот, тем более опять корм заканчивается, и это без начала и без конца. Но, тем не менее, с титрами работа, да, ведется. Вот. Да, девочки, всем здравствуйте, с кем кто подошел, всем здравствуйте. Так, по титрам я сказала, что еще я не сказала. Так, по передержкам тоже работа ведется, потому что с некоторыми передержками или передержкой у меня есть проблемы. Поэтому работа ведется, очень тяжело найти какой-то общий компромисс. Поэтому, не знаю, сейчас пока в стадии переговоров. Это с утра до вечера, с вечера до утра. Сейчас у нас... Ой, еще кошки плохо. Так не хочется, чтобы она умирала. И тоже сейчас решаем вопрос. Так, Бельгия. В Бельгии тоже нас слышно и видно хорошо. Девочки, спасибо, что вы с нами, что вы подтянулись. Для белой покалеченной лапки тоже в стадии переговоров. И сейчас она пока на передержке временной. И с некоторым обучением ее хождения на поводке, потому что она очень сильно дерет. Это белая собака под названием Барри, помните, у которой вот эпилепсия. Ну, такая коротенькая, редкая такая, слава богу, приступы. Вот. И да, на связи разговариваем сейчас с одной женщиной, но очень хочется, чтобы она ее не уронила рывками, если будет тянуть. И чтобы она не разочаровала, как бы, да, поэтому идут сейчас пока у нас уроки. Кстати, да, наверное, надо в ролике показать, как идет это обучение у нас. Как у нас идет обучение, знаете, чтобы передать собаку в надежные руки, и чтобы они не отказались, и чтобы не уронили человека, да, то вот проводится такая предварительная, подготовительная работа. Ой, так хочется, чтобы все у всех сложилось, по крайней мере, по тем, по которым мы работаем. Потом еще, помните, Чапи у нас тоже. Здравствуйте, Альбина, здравствуйте. Вы всегда пишете мне комплименты, мне неловко. Спасибо большое. Смотрите еще, да, Чапи у нас пока еще виляет попой, но все равно уже так уверенно бегает. Но все равно еще пока ее шатает. Там такая хорошая работа ведется, ну просто. Даже врач нас похвалил. Вы, говорит, вы могли так, говорит, научиться ходить там к 6 месяцам после операции, а вы уже через 2 месяца ходите. Это потому что вот так вот с ней очень усиленно водят ее. Не ленятся, по крайней мере. Не просто сгрузили на передержку и лежит там сама по себе, да? Но тогда она вообще не научилась бы ходить.
Это по поводу Настя, по поводу собаки Барри белой. Да, надо будет как-то показать вам. Угу. Это мне сейчас в голову пришло. Хорошо. Маш, кошечка, ну, печень отваливается, печень. Ну, от того, что она, ну, тяжелую жизнь прожила, наверное. Не прожила, она молодая. Не знаю, я не знаю, что делать. Про Марсика. Точно, девочки, про Марсика. Он у меня в галочка стоит. Это Марсик, который мы забирали из Эстонии и в Швецию, правильно ведь, да? А, да, вот вы пишете, да. Пристроен, покажу. Я коплю собак, о которых есть что рассказать, и руки все не доходят. Ну, извиняйте, что не доходят руки, не успеваю. Видите, да, как это самое редко выходят. А сейчас еще тем более, видите, как у нас с пристройством остановилось, и вроде как, но все равно у меня есть что, кого показать. Я бы и Ташу хотела показать тоже, что тоже, ой, там ряд, есть кого показать. Обязательно покажем. Наверное, надо до Нового года это сделать и как-то порадовать нас с вами теми, о которых мы пеклись и спасали. Без теста остановилась? Ну да, конечно. Мы сейчас выжидаем, 3 месяца выжидаем, чтобы нам хотя бы тронуться с места. Мы выжидаем уже, да. Ну, сейчас уже 2 месяца прошло. Там где-то с середины января можно было бы нам тронуться, двинуться. Ой, хоть с кем-то. Взять хоть кого-то из хвостиков в семью. Девочки, тоже вас порадую. Нет, как в России? В России, вот, ну, кто? Барса. Показывала я вам в ролике, да? Барса под Питер уехала. Очень хорошо она там зажигает. Прям веселушка, игрушка. Она, говорит, как гончая. И уже и в поля, и на озера с ней ездили. И с Громиком они там очень хорошо зажигают. Приветы присылают. Поэтому и еще я вам скажу тоже, еще кто пристроился здесь у нас в Подмосковье. Я просто видео жду, ну, наверное, вот обещали к выходным. Алина, жду. Обязательно покажу, что мамка щенков разобрали. И мамка щенков у прекрасной, замечательной группы Якутят. За что им огромное спасибо. Но это мы с ними изначально коллективно решили, когда стоял вопрос, кто кого забирает, еще когда они даже не были спасены. Вот они тогда на них откликнулись. Поэтому я-то мамку забираю. Я больше по мамкам, девочки, чем по щенкам. Щенки мне никак не даются. Щенки вот у меня как зависли 6 штук, так все. С мая месяца. Я сказала, если я щенков этих не пристрою, то все, больше я не буду. Значит, мне никто не помогает со щенками в пристройстве. Никакие ручки не откликаются. Только вот щенок, который уехал в Екатеринбург. Тоже за что спасибо, что откликнулись на этого щенка. А те щенки, которые у меня сидят с мая месяца, так они и сидят. Я в ролике расскажу обязательно, девочки, потому что это боль такая моя сейчас. Мне надо ее спасти тоже, да. Но, вы знаете, вот спасать животных в Якутске или особо лечить в Якутске, ну, я не вижу даже не вижу вот результата, понимаете? Потому что там все бегом, все на скаку, там капельницы делают быстро, на скорости. Хоть щенкам от энтерита. Знаете, вот у нас капают круглосуточно, например, капельницу, да, потому что эффективность капельниц, она только когда медленно капают. Я вижу, что это влияет на выздоровление, на лечение, на результат лечения. Когда скорость этой капельницы, да, это очень важно. Когда-то я была новичком, я тоже не знала, мне тоже хотелось прям быстрее включить, и что вы тут так медленно, да?
Это тоже я в 17 году хотела такое. А потом ты хоть тресни, вот должна капельница капать вот 3 часа. Но у нас в стационарах круглосуточно капают. А там, вы понимаете, там капают один часик. Утром, потом говорят, вечером приходите, тоже часик. А клиники работают примерно до 7-8. А после работы не успевают на капельницу. И получается, что вечером могут не сделать капельницу. Ну как это так? Это лечение тогда вообще равно нулю. Лечить в этом городе нельзя, невозможно никак. Это только отправлять на большую землю. А, например, вот как вот, а нет пассажиров, не с кем отправить, а животное умирает. Вот как в таких случаях быть? И вот так вот подпрыгиваешь, вот так вот не знаешь, вот сегодня вот все уже на нервах, а у людей еще работа. Ой, Господи, вообще кошмар какой-то. Сбербанка у меня нет, девочки, меня на 5 лет заблокировали. Если Сбербанк нужен, только Сбербанк, я могу дать Сбербанк моей помощнице, которая мне переведет со своего Сбербанка, переведет мне на Тинькофф. Если это вот принципиально, да, то тогда можно. Я тогда могу на WhatsApp написать карту или телефон, к которому прикреплена Сберкарта, карта сберовская. Вот, ну, напишите мне на WhatsApp, я тогда напишу. А так вот как-то нет. Так, только на нее. Ага, только на нее. Надо указать, что благотворительность. Вы знаете, вы можете что угодно указать. Да, можете. Ну, давайте указывать. Если кто забудет, ничего страшного. Мы и так по лезвию ножа ходим. То ли нас заблокируют когда-нибудь, то ли нам дадут еще пожить, не знаю. Настя, это я расскажу к выходным. На вопрос отвечу к выходным. Есть хороший результат, переговоры, и решаем вопрос. Впервые в жизни встречаю. Альбина, вы всегда мне сыпете комплименты. Ну, конечно, потому что таких сумасшедших, чтобы 24 часа в сутки. Я, знаете, даже когда сплю 4-5 часов, мне спать, я даже иногда благодарю якутских, что они в 3 часа ночи меня отпускают поспать. Я даже уже, знаете, вот подкалываю и говорю, спасибо, можно я пойду посплю в 3 часа ночи. Вот когда нервы уже вымотают, стакан крови моей выпьют, и ну, просто невозможно, вот, понимаете, это еще и с тяжелым характером. Вот, и в 3 часа ночи я иду спать с красными глазами, опухшая вся, и вот. Ну, Хася, как Хася? Вы же видите Хася на передержке, где сметанкой кормят, даже вообще там волшебно. Но это просто, я не знаю, это просто вот, наверное, судьба так распорядилась, что им двоим повезло, потому что у меня нет мест уже на передержках, поэтому нас пустили ну, скажем так, на новую для нас передержку, вот с таким вот уходом. Я не могу не платить за такую передержку, а то нас быстренько оттуда попросят. Быстренько попросят нас оттуда. А мне не хотелось бы терять такую передержку, раз нам позволено там находиться с двумя, с Белкой и с Хасей. Вот. Да, на неделе там, знаете, это самое, в подъезде так много кошек убили. Что-то прям очень жестоко каким-то образом убили. То ли молотком, что-то там молоток был какой-то, раздробили их головы, что-то там кому-то сигарету, что ли, в рот воткнули. Но это что-то ужасное. И самое главное, что мы работали над ними, и мы искали передержки. Я всячески всюду звонила, чтобы
их забрать оттуда. Но успели только 3 забрать. А остальных там, ну и то за несколько часов, по-моему, там. То ли за 3 часа, то ли вечером забрали, а утром их убили. И мы не успели спасти. Вы представляете, вот с каким... Что в душе происходит, вот если я знаю, что... Если я знаю, что вот мы хотели, и я какую-то прям, вот знаете, ну, как виноватость какую-то из-за того, что я не успела, вот, ну вот не успели найти передержку. Вот. И когда их убили, то, конечно, всех последующих там в других уже местах, как оголтелые, стали подпрыгивать. Но там никто не берет, понимаете? Ну, никто не берет. Вот все кричат так друг другу между собой только. Кто может взять, кто может взять. Коллективные, которые там содержание, мне не нравятся. Там не подходят, там не смотрят. Поела кошка, не поела, если она даже будет умирать, к ней никто не подойдет. Ну, будет труп, потом труп уберут, да и все. На чат в WhatsApp, куда будут сразу добавлять финкураторы, может, так быстрее будут собирать группы кураторов. А как это понять, Наталья Рыженко? Под роликом может сразу высылать... под роликом чат. Чат. Да мы пробовали. Вы знаете, сразу как-то люди, не понимая, что за чат и зачем они туда идут, они так раз прибегают, а потом, значит, и начинается просто балалайка про все. Про политику, что там на Дальнем Востоке творится, где кто кого родил, кто убил. И потом даже забывают, а вы по какому случаю здесь мы? Да мы вообще-то по случаю помощи собачке, там, жучке. Ой, а ее уже никто не помнит. И вот такие группы приходилось даже удалять, потому что это просто невозможно. Вот пиликает и пиликает бесконечно чат. Но хотелось бы как-то конкретно, потому что у меня, например, нет времени ни читать чаты, ни в диалогах, ни в политике, нигде участвовать. Мне четко, конкретно, быстро надо все это. Поэтому уже по-разному пробовали. Видео о тех, кто застрял на передержках уже не первый год. Так, ага. О них забывают все, кроме кураторов. Нужно напоминать, больше шансов будет на пристройство и на помощь. Так. О тех, кто застрял. Угу. Не знаю, только вот думаю, в каком формате это рассказать. Вот, допустим, да, ну, на примере. Все, наверное, знают нашего Пьерошу. Ну, застрял парень, да. Но ведь таких Пьеро у меня даже прям вот уже неудобно, да, произносить цифру. Скажем так, очень много. И, ну, Пьеро-то еще как-то, он, знаете, какую-то славу тогда приобрел. Я не знаю, от чего это зависит. То ли от сюжета, то ли вот как он опекал девчонок, потом он там вот где-то на пустыре жил, потом этот пустырь стали сносить, там приехали бульдозеры и все разгромили там, где он выживал с этими щенками, которых опекал. Ведь Пьеро, он приехал не один, а с 3 девочками, да, с 3 подростками, щенками, месяцев было им по 5-6. Одна девочка пристроилась, а 2 так и остались. Вот Пьеро и компания Пьероша у нас с 2 девочками. Так они и застряли. Ну, у нас застряли-то много. В принципе, не знаю, от чего зависит. Вот не знаю, от чего зависит. От громкости, как кричать, что ли? Ну, не знаю. Так вот, если как-то вот свежее что-то вот показываешь из свежего, и это свежее падает на осень, то тогда еще раз какой-то интерес есть.
у тех, кто выбирает после отпуска осенью. Ну вот таким образом Барсу выбрали у нас, да. Мамку, ну ладно, я скажу вам, что мамку тоже выбрали, да, тоже осенью, и тоже вот она несчастная, и такая душевная она, утонченная, такая оказалась интеллигентная девочка, тоже выбрали. Покажу, конечно, я вам ее тоже. А все остальные, которые тоже были, и мамки, и не мамки, и папки, и они вот так вот сидят у нас на передержках. Не знаю, может быть, потому что забирала их уже весной, а весной уже солнце светит, расслаблены все, ну, ничего страшного. Мороз не впереди, впереди лето, ну и все. И ложатся они на плечи куратора. Фу, вот, не знаю, от чего зависит. Ну, как-то надо, не знаю, как это рассказать, показать. Если, допустим, подойти, допустим, к вольеру и рассказать, или зайти в вольер и рассказать, как жили, как выживали. Ну, можно, даже вот на нескольких собаках можно показать. Угу. Да, можно, подумаю, хорошо, я беру себе на заметку это. По номеру телефона на любой банк без комиссии. Да, вот Татьяна подсказывает. Я не знаю, почему только на такой банк и не на какой другой. PayPal. А потому что перегруз, Настя, потому что перегруз. Когда PayPal очень перегружается вот приходами, да, там как-то вот руководство PayPal, вот этой площадки, да, они берут на заметку такого человека, а потом его блокируют. И вот Татьяна попросила, она говорит, я просто боюсь, что меня заблокируют. Понимаете? И я говорю, ну тогда надо поменять PayPal. Может быть, потом, если она нам разрешит любезно, то мы вернемся к ней. Но сейчас она говорит, я не могу, во-первых, вовремя отправлять. Она же нам отправляет на донат, на donation, вот на посылки, да. И отправлять, если я буду говорить много и часто, это вызовет подозрение. Ну, вы